основной целью которого является создание единой дискуссионной площадки для украинских и зарубежных экспертов в сфере политики, культуры, науки, экономики, военных конфликтов, экологии, а также для политиков и государственных служащих и общественности. В процессе обсуждения мы выработаем рекомендации, обсудим возможные варианты развития событий. Данные рекомендации будут направлены органам государственной власти Украины и международным организациям. Прежде чем перейти к теме 16-й сессии Крымского дискуссионного клуба, хочу проинформировать о техническом сопровождении нашей дискуссии. Наша сессия проводится на платформе Zoom, в которой принимают участие на данный момент 4 эксперта, 5-й к нам еще присоединится, и 10 участников, а также транслируется на странице Фейсбука Крымско-Татарского ресурсного центра. Также вы сможете посмотреть запись 16-й сессии Крымского дискуссионного клуба на сайте Крымско-Татарского ресурсного центра. В соответствии с нашей программой выступления экспертов до 7 минут, далее ответы на вопросы участников дискуссии и реплики экспертов, мы выделяем на это 20 минут, и подведение итогов дискуссии в конце мы каждому эксперту в обязательном порядке дадим по 2 минуты, для того, чтобы можно было подвести итоги. Вопросы вы можете прислать как в рамках платформы, так и на странице Facebook Крымско-Татарского ресурсного центра, которые я буду озвучивать. Для обсуждения мы предлагаем сегодня следующие вопросы. Первый. Международные обязательства Российской Федерации по Крыму в правовой сфере. Второй. Юридические механизмы оккупационной власти и права человека. Третий. Карательные механизмы Российской Федерации в Крыму. Четвертый. Фискальные управленческие механизмы Российской Федерации в Крыму. И пятый. Частные правоотношения и оккупационный нормативный режим. Ответы на эти острые вопросы мы попытаемся получить сегодня на 16-й сессии Крымского дискуссионного клуба на тему «Юридическая среда оккупированного Крыма». Целью нашей дискуссии также является сегодня проанализировать процессы применения оккупационными властями российского законодательства в Крыму, сравнение нормативных режимов, образовавшиеся по Крыму, разработка модели эффективной защиты прав крымчан и крымских татар как коренного народа Крыма от юридической агрессии Российской Федерации. На самом деле эта тема очень актуальна. Эта тема, она требует более глубокого анализа. И на самом деле, на мой взгляд, на сегодняшний день еще нет такого анализа, что происходит и как, несмотря на то, что даже есть публичные заявления, в том числе и на различных международных площадках, совсем недавно на заседании дополнительного совещания ОБСЕ мы говорили о том, что Российская Федерация злоупотребляет национальным законодательством, тем более на территории оккупированного Крыма в нарушении 4-й Женевской конвенции. Но при всем том, эта тема требует глубокого анализа и участия в этом специалистов. Поэтому для этой дискуссии мы пригласили сегодня участников нашей дискуссии, спикеров. Лариса Волошина, журналистка, человек, который неоднократно пытается поднимать эту тему в рамках ряда своих авторских программ. Ганна Гопко, журналистка, депутатка Верховной Рады Украины 8-го созыва. Андрей Чвалюк, кандидат юридических наук, юрист-административник. Борис Бабин, доктор юридических наук, профессор, эксперт Крымско-Татарского ресурсного центра. И к нам еще присоединится кандидат юридических наук, юрист-международник Алексей Плотников. Модерировать сегодняшнюю нашу дискуссию буду я, Искендер Бариев, председатель правления Крымско-Татарского ресурсного центра, член президиума Меджлиса крымско-татарского народа. А сейчас я хочу предоставить приветственное слово менеджерке проектов представительства фонда Фридриха Наумана за свободу в Украине Ирине Старовицкой. Представительство фонда Фридриха Наумана за свободу в Украине наш давний партнер, и благодаря данному представительству мы можем проводить такие дискуссионные клубы, хотя мы их начинали еще проводить непосредственно в Крыму. Поэтому
Поэтому, пожалуйста, будь ласка, пані Ірина. Дякую, пане Іскандере. Не чутно. Так, ми вас слухаємо. Так, у мене просто тут трошки з інтернетом, вибачаюсь. Мене звати Ірина Старовицька, як сказав Іскандер, я менеджерка проєкту фонду Фрідріха Наумана за свободу, представництва в Україні. І від імені фонду я рада сьогодні всіх вітати на 16-й сесії Кримського дискусійного клубу. От скажу, перед тим, як ми почнемо, я скажу декілька слів про фонд, про нашу діяльність в Україні. Фонд Фрідріха Наумана за свободу – це німецький політичний ліберальний фонд, який працює в сфері громадянської освіти. Фонд в рамках своєї діяльності підтримує проекти, проводить заходи демократії, також заходи, які сприяють підвищенню рівню громадської свідомості. Однією з сфер діяльності і також однією з цінностей лібералізму є права людини, і саме в цій сфері ми співпрацюємо, мабуть, більше 10 років з Кримсько-татарським ресурсним центром. Сьогодні я всіх вітаю і передаю слово пану Іскандеру для подальшої модерації дискусії і бажаю всім нам плідної і цікавої дискусії. Дякую, пані Ирина. Россия не только продолжает творить беспредел и бесчинство в оккупированном Крыму, а целенаправленно пытается их узаконить внесением поправок не только в свое законодательство, но и непосредственно в Конституцию. И мы являемся свидетелями того, как так называемый референдум или так называемый всеобщий опрос они проводили, в том числе и на территории, в нарушении, опять же, международного права, на территории оккупированного Крыма. Для того, чтобы те поправки, которые они вносят в Конституцию, соответственно, были реализованы через российское законодательство, для того, чтобы больше ущемлять наших граждан. Ну, насколько они это активно проводят и насколько важна эта проблема, я думаю, для начала важно услышать от не юристов, а именно журналистов. И поэтому я хочу предоставить слово пані Ларисі Волошиной. Будь ласка, пані Лариса. Вітаю, панове. Моє зацікавлення цією темою, воно таке суто практичне. Тому що в своїй діяльності, коли я спілкуюся в ефірах як з фахівцями, так і з людьми, які постраждали від діяльності окупаційної влади на території Криму, я стикаюся з такою дуже дивною дихотомією. Тим, що мене дивує. Експерти дуже часто говорять, що країна-окупант має забезпечувати на окупованій території правопорядок. Це звучить як аксіома. Але одночасно є норми міжнародного права, є норми Женевської конвенції, які говорять, що на окупованих територіях впровадження законодавства країни-окупанта є воєнним злочином. Ба більше, я бачу, що багато тих звинувачень, які окупаційна влада висуває мешканцям Криму в межах кримінального законодавства або адміністративного, якби ця норма конвенції виконувалася, цього просто не було. Ми знаємо, що в українському законодавстві немає заборони на релігійні організації, такі як Свідки Єгови або Хізбут Тахрір. Ми знаємо, що в українському законодавстві немає цих штрафів за пости в Фейсбуці, за перепости в Фейсбуці. Тобто багато речей. І мене це дивує, якщо чесно. І тоді коли почала цікавитися цією темою, я зрозуміла, що проблема набагато ширша. Мало того, що впровадження законодавства країни-окупанта на окупованих територіях призвело до того, що величезні прошарки суспільства стали дискримінованими, тому що є різниця,
елементарно в оформленні документів, в оподаткуванні, в штрафах, в багатьох речах, не говорячи вже про те, що карні вироки за російським законодавством набагато жорсткіші, ніж за українським. Є ще один аспект. З 2014 року країна-окупант почала змінювати своє законодавство спеціально для того, щоб полегшити собі поглинання Криму. Тому що, наприклад, як говорять російські правозахисники, зокрема Московська Гельсінська спілка з прав людини, вони говорять про те, або Центр Меморіал, вони говорять про те, що те законодавство, яке зараз застосовується щодо таких груп, як Хизбут Тахрір або Свідків Єгови, тобто екстремістські організації, що його абсолютно неможливо демонтувати в межах російської правової системи, якщо ми навіть будемо враховувати, що російська правова система здатна працювати. Тому що є певна пастка, вони звинувачують людей у тероризмі, не доводячи тероризм як такий. Це здається мені дуже небезпечним, тому що я бачу в публічному дискурсі, коли щодо таких справ кримінальних говориться про те, що Росія, мовляв, фальшує докази. Проблема не в тому, що вона фальшує докази на своїх судових процесах. Проблема в тому, що вона не доводить в суді, навіть не намагається довести вчинення злочину. Вона не фальшує злочин. Елементарні речі, коли людей звинувачують в спробах захоплення влади в Російській Федерації. Звинувачують кримських татар, які до Москви вони там ніколи не були. І вони фактично доводять, що людина хотіла повалити владу Путіна тим, що доводять її приналежність до певної релігійної організації. Це дикунство, тому що подібні речі, вони дійсно існували в історії людства, але не в цивілізованих країнах. Так, ми знаємо, що в нацистській Німеччині, до прикладу, були справи танцюристів, коли людей за те, що вони танцюють десь в кабаре чи що, їх звинувачували в злочинах проти Німеччини. Ми знаємо, що бути засудженим за злочини проти держави і відправленим до таборів можна було для того, щоб бути засудженим. Прокурорам необхідно було, каральній машині необхідно було довести єврейське походження. Мене особливо, як журналіста, це непокоїть, тому що я бачу тенденцію. Росія говорить про Україну дуже часто, навіть в офіційній риториці, як про фашистську країну або країну злочинця. Якщо не дати цьому відсіч сьогодні, цьому поступовому курсуванню Російської Федерації до антилюдських норм, які впроваджені в її законодавство, ми можемо стикнутися з тим, що ця проблема буде ширитися. Я ще раз повторюю, на мій погляд, введення в дію російського законодавства щодо українських громадян, по-перше, дискримінує мільйони людей. Це порушує права мільйона людей. По-друге, певні норми цього законодавства після 2014 року змінені на антиправові. Вони не відповідають правам людини. І проблема не в тому, що Росія порушує права людей, а проблема в тому, що порушення прав людей є частиною внутрішнього законодавства, яке вона зараз застосовує до українських громадян. Дякую дуже. Я сподіваюся почути вашу думку з цього приводу. Дякую вам, пані Лариса. Я думаю, в процессе дискуссии мы еще будем дальше развивать наши мысли. И я как раз-таки хочу привести совсем такой пример, что с целью усиления контроля за населением и контентом в социальных сетях оккупационная власть Крыма вынуждает провайдеров закупать дорогостоящее оборудование и повышать стоимость услуг. Но провайдеры это делают только для того, что им нужно более мощное оборудование для того, чтобы проводить накопление тех контентов, которыми пользуются в социальных сетях наши граждане на оккупированной территории. И основанием для оккупационной власти в нарушении 4-й Женевской конвенции являются два федеральных закона. Федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон противодействия терроризму и отдельный законодательный акт Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму
и обеспечения общественной безопасности. Причем эти дополнения были внесены в июле 2016 года. И второй закон, который был принят также в июле 2016 года, федеральный закон 375, о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности. Я это привел к тому, что через борьбу с терроризмом оккупационная власть усиливает контроль за нашими гражданами, которые в украинские времена привыкли к свободе слова, привыкли к свободному изъявлению, которые привыкли писать те мысли, которые есть. И за это в Украине, слава богу, не преследовались и по сегодняшний день не преследуются. Ну, а сейчас все-таки я хотел бы предоставить слово пане Ганне, которая имеет опыт именно законодателя, опыт общественного деятеля и, конечно же, журналиста. Пані Ганна, будь ласка. Дуже дякую, шановні колеги, за організацію такої надважливої дискусії. Я вважаю, що такі обговорення мають бути якраз теж частиною нашої відповіді на ту інформаційну пропаганду, яку здійснює, зокрема, і Російська Федерація. Ви знаєте, у мене зараз, зокрема, є стаття в газеті «День», написана якраз Миколою Семеною про ситуацію, яка знаходиться в окупованому Криму. Дійсно, про нові кримінальні справи, які фабрикують там окупаційна влада, політичні переслідування, які призводять до незаконних затримань наших якраз громадян, які відстоюють свої права, які займають там проукраїнську позицію. І звинувачення абсолютно різні від тероризму, екстремізму. Ми бачимо набір, зокрема, людей, жителів Криму в російську армію. Тобто ми бачимо зухвале продовження порушення норм міжнародного права держави-окупантом. Виникає ключове питання: а де реакція міжнародної спільноти, де реакція світу, і чи достатньо Українське Міністерство закордонних справ, парламент своєю парламентською дипломатією, з профільними комітетами, від Комітету з питань інформації, Комітету у закордонних справах, Комітету з національної безпеки, чи є у нас випрацьована стратегія і яка втілена в конкретних кроках, зважаючи на міжнародну ситуацію. В 8-му скликанні ми робили десятки звернень як позиція Верховної Ради України і в питаннях звільнення політичних в'язнів, як і Штибліков, Бессарабов, багато інших. Ми домагалися, щоб в резолюціях не лише Ради Європи, Європейського Союзу, щоб з'явилася Кримська декларація Помпео, схожа як декларація Велеса, і послідовність нашої політики, що Крим – це Україна, на противагу всім злочинам, які Росія продовжує здійснювати на окупованому Криму. Я пригадую також зустріч, коли в нас була із спецпредставником Держдепартаменту США Семом Браунбеком, який відповідає за питання релігійної свободи. І ми говорили про питання утисків за релігійною ознакою, які відбуваються на тимчасово окупованих українських територіях. І тут я думаю, що зараз дуже важливо мобілізувати всі сили, щоб уже після оголошення результатів виборів президентських в Сполучених Штатах Америки ми могли дуже скоординовано говорити, зокрема, і вимагати реакції міжнародної спільноти на те, що держава-окупант всупереч міжнародному праву порушує, здійснює, зокрема, застосування свого законодавства, націленого на повне поглинання Криму і створення там фактично через страх, через тиск, тому що грошей немає в Російської Федерації, пригадуємо цю фразу «денег нет, но ви держитесь» і так далі. Плюс я думаю, що важливо, крім порушення прав людини, звертати увагу, зокрема, і на безпеку взагалі всього Чорноморського регіону, продовження мілітаризації, з нуклеаризацією Криму і позиціонувати питання прав людини як питання взагалі також і безпекове, і апелювати, зокрема, вже з новою адміністрацією США вибудовувати
трансатлантичну таку консолідовану позицію, включаючи туди, зокрема, і Канаду, яка відома і актом Магнітського, і для того, щоб створювати додатковий санкційний тиск проти тих правоохоронних органів, також суддівських представників, які здійснюють переслідування, утиски, які фактично незаконні затримання наших громадян, а потім уже створення для них додаткового тиску. Я думаю, що також ми мали би знайти ресурси в співпраці із міжнародними фондами, які борються за права людини, для того, щоб здійснювати моніторинг ситуації там і, зокрема, допомагати на етапі якраз деокупації тим людям, які зазнають утисків і переслідувань. Ну і на завершення, бо дуже хочеться послухати ще інших спікерів, сьогодні, коли ми відзначаємо 77-річчя день народження якраз Мустафи Джемілєва, хотілося б, наскільки він як лідер, національний лідер кримських татар, дисидент, людина з незламною позицією, і я дуже вірю, що одного прекрасного дня, і це настане швидше, чим багато хто думає, це день народження Мустафа Джемілєв буде відзначати у звільненому від окупанта Криму, і саме завдяки от таким і дискусіям, і платформі з деокупації, і виробленню консолідованої позиції наших ключових партнерів, Україна переможе в плані відновлення територіальної цілісності і повернення Криму. Тому ще раз вітаю Мустафу Джемілєва і хотіла б нам всім побажати запасів стратегічного терпіння для того, щоб домагатися реакції світу, для того, щоб тиск, крім санкційного, інший, щодо тих, хто здійснює ці порушення міжнародного права, був посилений. Ну і взагалі, щоб в держави окупанта-агресора ставало все менше ресурсів, а відповідно все більше бажання повернути Україні Крим. Дякую. Дякую вам, пані Ганна. Я думаю, все участники также присоединяются к поздравлению лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева. И действительно мы хотим, чтобы все-таки Мустафа Ага в свое время был одним из символов в борьбе за возвращение на родину. Мы этого добились. Прошло достаточно несколько десятков лет. Ну, я думаю, что он в том числе является символом для всей Украины возвращения Крыма непосредственно в Украину. И я думаю, мы этого добьемся. Ну и, конечно же, я хотел бы сейчас уже предоставить слово уже юристам, потому что журналисты, политики, правозащитники, мы смотрим на все эти вопросы через определенную призму. А вот юристы, они, конечно же, смотрят с позиции именно юридических процессов, и поэтому я хочу сейчас предоставить слово юристу-международнику, кандидату юридических наук Алексею Плотникову. Благодарю вас. Здравствуйте всем. Салям алейкум, Дуслар. Это мое первое участие в Крымско-татарском дискуссионном клубе. Я благодарю вас за эту честь и за эту возможность. Надеюсь, и не последнее участие. Сегодня наша встреча посвящена вопросам правового пространства Крыма. И та проблема, которая актуальна, и та проблема, которая, я прошу прощения, та проблема, которая сейчас, я так полагаю, волнует всех, это каким же образом мы можем использовать юридические средства для того, чтобы защитить права людей в Крыму и с юридическими средствами приблизить момент восстановления суверенитета Украины над Крымом, восстановления правопорядка над Крымом и восстановления максимального закона, порядка для всех в Крыму. И один из инструментов, который мы здесь можем использовать, это Европейский суд по правам человека. И мы решили вот вместе с Борисом Владимировичем Бабиным порассмотреть в первую очередь на то, что мы можем сейчас сделать с помощью ЕСПЧ для крымчан. И первый вопрос, который у нас здесь возникает, в Европейском суде у нас, как известно, для того, чтобы туда попасть, нужно сначала пройти все национальные средства защиты.
И в теории именно государство должно защищать права человека. Тут ЕСПЧ, он не обязан заниматься абсолютно всеми нарушениями прав человека. ЕСПЧ – это орган, который существует для того, чтобы действовать в самых крайних ситуациях. Вот. Но у нас ситуация, когда само государство, фактически контролирующее Крым, является источником этих нарушений. Эти нарушения являются системными, и, собственно, сущность контроля Российской Федерации над Крымом – это одно большое нарушение. И возникает вопрос, должны ли крымчане, которые страдают от оккупации, сотрудничать с российским государством для того, чтобы попасть в Европейский суд и заявить там о своих претензиях? На самом деле однозначного ответа здесь не существует. И этот ответ очень сильно зависит от того, о каком именно нарушении мы говорим, и от того, по отношению к кому это нарушение совершено. По поводу Крыма сейчас однозначной практики Европейского суда не существует. Не существует ее потому, что существует 5, было всего 8, потом их объединяли. Существуют межгосударственные жалобы, связанные с Крымом. Это то, что подала Украина против России в Европейский суд. И существует несколько тысяч, уже, насколько я знаю, уже больше 10 тысяч, это индивидуальные заявления людей, которые заявляют о нарушении своих прав в связи с оккупацией. Это заявление и против России, и против Украины, и против России и Украины вместе. И вот Европейский суд, он так неофициально сказал, что он не будет рассматривать индивидуальные дела до тех пор, пока он не рассмотрит межгосударственные жалобы. Это я пока продолжаю говорить об общеизвестных вещах. И поскольку Европейский суд пока еще не выработал единого подхода к ситуации с Крымом, мы не можем абсолютно точно сказать, что Европейский суд решит, да, по заявлениям, которые идут от крымчан. Ну, точно известно, что недавно Европейский суд коммуницировал дело о захвате церковного имущества в Крыму, это последняя наша новость. Но это очень специфическая ситуация, но если он его коммуницировал, это значит, что он удовлетворен прохождением национальных средств правовой защиты, осталось получить доступ к материалам этого дела. Сейчас пока что я их в открытом доступе не нашел. Может быть, плохо искал, буду благодарен, если мне укажут, где их можно увидеть. И поскольку у нас нет такой информации, давайте посмотрим, что же Европейский суд думал раньше на тему обращения к национальным средствам правовой защиты в случае оккупации. И классическая история здесь – это оккупация территории Северного Кипра, создание Турецкой Республики Северного Кипра, которая вызвала ряд жалоб бывших жителей, бывших и текущих на тот момент жителей Северного Кипра против Турции. Самое известное подобное дело – это межгосударственная жалоба Кипра против Турции, в которой в том числе возник вопрос исчерпания национальных средств правовой защиты. И Европейский суд по правам человека в этом деле, дело, я хочу подчеркнуть, давнее, но все же, он сослался на мнение Международного суда ООН в деле по Намибии. Дело по Намибии, там чистая ситуация оккупации, когда государство-оккупант признавало, что оно оккупант. Да, я не сказал, здесь есть очень большая сложность со всеми аналогиями с Европейским судом. Это аналогия Приднестровья, аналогия Карабаха, аналогия Северного Кипра. Она состоит в том, что ни в одном из этих случаев оккупирующее государство не заявляло о себе как об оккупирующем. Да, и оно всегда говорило, это не мы, это какая-то местная администрация. А Крым – это ситуация, когда оккупирующее государство пришло, захватило территорию и сказало, это наше. То есть это территория нашей страны. И это различие. И поэтому это еще момент, который сильно усложняет любое прогнозирование юридическое. Но обнадеживает то, что Европейский суд в деле Турция-Греция сослался на решение Международного суда в деле Намибии. Намибия – это чистая оккупация. Южная Африка не отрицала, что она оккупирует Намибию. Так вот, Международный суд ООН в этом деле заявил, что обязательство не признавать оккупацию не является абсолютным. И на оккупированной территории, я позволю себе достаточно обширную цитату, мне кажется, она достойная, на оккупированной территории продолжается жизнь ее жителей. Эта жизнь должна быть терпимой и защищенной де-факто властями, в том числе их судами.
И в интересах самих же жителей оккупированной территории не игнорировать акты этих властей в отношениях с третьими сторонами и с международными институциями, в особенно акты судов. То есть здесь что имеется в виду? Здесь имеется в виду, что в целом международное правосудие рекомендует простым людям, я не имею в виду ситуации, когда необходимо сразу переходить к межгосударственной жалобе, например. Я имею в виду ситуации, там, связанные, например, с имуществом. Так вот, в ситуации, когда человек просто страдает от нарушения со стороны оккупационных властей, скорее всего, за некоторыми исключениями, но скорее всего ему нужно все-таки исчерпывать все национальные средства правовой защиты. Но это общее правило. Поскольку у нас сама по себе оккупация Крыма – это одно большое исключение из нормальных правил и из нормальной жизни, соответственно, и исключений из общего правила по исчерпанию национальных средств правовой защиты здесь будет очень много. Первый вариант – это отсутствие эффективного средства правовой защиты в принципе. Очевидно, что в делах, связанных с религией, и я на эту тему могу говорить с большей уверенностью, потому что я послушал внимательно, что российская делегация ОБСЕ несет, я не нахожу другого слова, она именно несет. По поводу состояния защиты в религии в Крыму, я не вижу, каким образом российские органы власти могут считаться эффективными в защите, например, религиозных прав крымчан. И в особенности крымских татар. И я полагаю, что быстрая коммуникация дела по захвату церковного имущества в Крыму может быть связана в том числе и с тем, что российские органы власти как средства правовой защиты были признаны неэффективными в религиозных вопросах. Скорее всего, аналогичная ситуация будет по делам по пыткам. По пыткам, по насильственным исчезновениям. Здесь тоже, поскольку сами же органы оккупационной власти являлись, я не утверждаю, я не могу как юрист утверждать, что кто-то виновен до тех пор, пока этого не признал суд, но предположительно являлись источником этих нарушений. Соответственно, мы не можем требовать от людей, пострадавших от этих нарушений, исчерпывать национальные средства правовой защиты. И в целом, для того, чтобы не затягивать, и для того, чтобы не превращать это в лекцию по сугубо юридическим вопросам, я бы сказал так. В том случае, если мы говорим о нарушении, которое вызвано именно оккупацией и именно деятельностью человека, либо юридического лица, направленной против оккупантов, здесь обязанности исчерпывать средства правовой защиты в стране, скорее всего, не будет. И, скорее всего, человек может обращаться непосредственно в международные судебные институции. Если же мы говорим о нарушениях, которые произошли в ходе условно нормальной деятельности оккупационной власти, то здесь правило исчерпания национальных средств правовой защиты будет существовать. Это может быть, если мы говорим о нарушении, некоторых нарушениях имущественных прав, это может быть, если мы говорим о нарушениях, которые вызваны, в том числе и с грубых нарушениях, но которые вызваны не проблемами с оккупационной властью, а просто потому, что оккупационная власть такая, там тоже, не знаю, те же условия содержания в местах лишения свободы, если это содержание не связано с противодействием оккупационной власти, все это будет влечь за собой обязанность исчерпывать национальные средства правовой защиты. Так что не могу на 100% прогнозировать, что скажет Европейский суд на эту тему, это сейчас невозможно. Но в тех случаях, когда исчерпание национальных средств правовой защиты не связано с риском для того, кто исчерпывает, я бы рекомендовал все-таки проходить российские суды. Прохождение российских судов не тянет за собой признание легитимности оккупации Крыма. Спасибо. Микрофон. Эскендер, микрофон. Микрофон. Пардон, извиняюсь. Спасибо большое, Алексей. Вы затронули очень важные темы. Я думаю, в процессе дискуссии у нас будут еще вопросы, в том числе и право на имущественные права, потому что указ президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года расширил перечень приграничных территорий, которые не могут принадлежать на праве собственности иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, куда добавил он как раз-таки территорию оккупированного Крыма.
И непосредственно в этот список вошли 19 прибрежных регионов оккупированного Крыма. И мы четко понимаем, что это коснулось не только граждан Украины, но и граждан более чем 50 стран. И поэтому вот что делать, что предпринимать, что необходимо нам непосредственно, каким образом реагировать нам как юристам, экспертам, правозащитникам, журналистам и государству Украина на то, как меняет, как усиливает, скажем так, национальное законодательство Российская Федерация с целью ущемления прав наших граждан. Но я думаю, мы к этим вопросам будем возвращаться. Я сейчас хочу предоставить слово нашему спикеру, кандидату юридических наук, юристу, административнику, пану Андрею Чевалюку. Будь ласка, пан Андрей. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Хочу выразить благодарность организаторам за возможность выступить. Что ж касается фискальных механизмов Российской Федерации в Крыму, то они формируются в данный момент под гнетом санкций и ответных мер по их преодолению. Основным законом Украины, который регламентирует эту сферу, это есть создание свободной экономической зоны Крым и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины. В рамках этого закона была создана СС Крым, свободная таможенная зона по своему функциональному типу. Она является одновременно свободной зоной таможенного, коммерческого, сервисного и промышленного типа. На территории СС Крым не взимаются общегосударственные налоги и сборы. И также сбор на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Любые доходы, полученные резидентами СС Крым на этой территории, подлежат налогообложению как иностранные доходы. То есть НДФЛ взимается по 18% ставке и 1,5% военного сбора. Однако в условиях дестабилизации ситуации в Автономной Республике Крым и в городе Севастополе введен новый механизм, который позволяет перерегистрировать свой бизнес на территории любой области или города на свой выбор и платить налоги. Многие предприниматели этим воспользовались. Также правовой режим СЭС привел к массовому беспошлинному ввозу товаров электроэнергии на оккупированную территорию и через нее в Россию. Бывший министр экономики Украины Айвас Абрамавичус заявлял, что свободная экономическая зона в Крыму неэффективна из-за коррупции. Ну а по мнению журналистов, единственная цель этого закона – разрешить украинским олигархам работать в Крыму, избегая возникших юридических преград, потому что многие из них остались на полуострове, торгово-розничные сети, заводы и так далее. Благодаря СЭС они смогли беспошлинно возить товары в Крым, продавать их там, налоги платить в крымский российский бюджет. Как известно, крымские татары вместе с проукраинскими активистами уже проводили акцию по бессрочному блокированию поставок продовольствия и электроэнергии в Крым. Группа народных депутатов также выступала с предложением отмены СЭС, но он до сих пор действует. Российская Федерация также ввела в Крыму свободную экономическую зону и свободную таможенную зону, и даже рапортовала об увеличении числа иностранных инвесторов. Но, однако, умалчивается, с каких стран и территорий были эти инвесторы. Как мы уже знаем, скорее всего, это были или дружественные России страны, или территории, которые находятся под ее полным контролем. С Российской Федерацией еще 3 августа 1999 года был заключен международный договор об устранении двойного налогообложения. Но, как понятно, на оккупированной территории его действие не распространяется. Поэтому предприниматели полуострова вынуждены платить налоги и в бюджет Украины, и в бюджет оккупированного Крыма. Сложная ситуация и с возмещением НДС. Отечественные суды приводят к выводу, что территория Крыма в контексте уплаты налогов является территорией Украины, согласно статье 133 Конституции Украины. Но Государственная фискальная служба в своих письмах и разъяснениях, ссылаясь опять же на этот закон о свободной экономической зоне Крым, утверждает, что НДС, продажа товаров, находящихся в Крыму, не взимается, поскольку имущество находится вне таможенной территории Украины. Поэтому никакого возмещения НДС не проводится. Данный вопрос неоднократно поднимался в исковых заявлениях, дела даже доходили до кассационного суда, но снова возвращались в суды первой инстанции, где находятся до сих пор. И там, в общем, они и зависли. С начала оккупации предприниматели в Крыму, ну, как и их коллеги с ЛДНР, имеют только 3 варианта выбора. Первый – это продолжить свою деятельность и уплачивать налоги и в бюджет Украины, и в бюджет оккупационных властей.
или избавиться от активов и прекратить свою деятельность. Если же просто прекратить свою деятельность, не отчуждая имущество, оборудование, недвижимость и так далее, то оно рано или поздно, скорее рано, будет изъято оккупационной властью, конфисковано, национализировано или истребовано как бесхозное и тому подобное. По данным, которые основаны на официальных источниках и решениях оккупационной власти, были национализированы более 330 предприятий, учреждений и организаций, находящихся в государственной собственности и собственности профсоюзов, а также 280 предприятий частной формы собственности. Началась эта массовая национализация в 2014 году и продолжилась в 2015. Например, были переведены в государственную собственность частные предприятия, которые к 1 марта 2015 года не привели свои учредительные документы в соответствии с законодательством РФ, о чем уже сегодня говорилось, а также не обратились с заявлениями об их внесении в единый государственный реестр юридических лиц. В научных публикациях, например, в одной из статей, где соавтором является так называемый министр финансов Крыма Ирина Кивика, указывается, что национализация украинских предприятий позволила не допустить остановки ряда производств, стабилизировать их финансово-хозяйственную деятельность, предотвратить массовые увольнения. В этой же статье рапортуется о перевыполнении плана по сбору налогов, а именно налога на доходы физических лиц за счет работы, проводимой по расширению легитимных налогоплательщиков. По данным 2016 года на налоговом учете в Крыму состояло 12 930 обособленных подразделений. Однако в стремлении перевести в российское законодательное поле все предприятия оккупационный бюджет претерпел значительных убытков. К организациям стали предъявляться требования, которые отсутствуют в украинском законодательстве. Например, принудительно увеличить размер уставного фонда, привлечь банковские гарантии, переоснастить производство дорогостоящими автоматическими средствами измерения, учета и тому подобное. В итоге крупнейшие плательщики акцизного налога, чья доля в общем объеме производства в Крыму составляла более 70%, и общая доля от размера всех налогов и сборов на полуострове составляла более 50%, они прекратили свою деятельность производственную. Поэтому в ручном режиме уже были внедрены ряд нормативно-правовых актов, принятых с целью стабилизации ситуации на время переходного периода, и после этого основные производители подакцизных товаров возобновили свою производственную деятельность. Чтобы Крым перестал быть дотационным регионом, в 2014 году был принят федеральный закон номер 379, которым, цитирую, «предоставлено право субъекту Российской Федерации Республики Крым принять пониженные ставки при применении патентной формы налогообложения и упрощенной системы налогообложения». В результате местными уже законами ставка налогообложения по патентной системе была снижена в 6 раз, а по упрощенной системе в 2 раза. Соответственно, половина из зарегистрированных предпринимателей Крыма выбрали эти специальные режимы. И по количеству выданных патентов в 2015 году Крым обогнал даже Москву. Но уже в самой Российской Федерации поднялась буря возмущений за такой налоговой дискриминацией. Что хочу еще отметить, что в отличие от украинского законодательства, местная власть в Российской Федерации наделена более широкими налоговыми полномочиями. Поэтому никто не гарантирует, что низкие ставки не являются банальной приманкой, и как только предприниматели станут добровольно, массово регистрироваться, станут на налоговый учет, местное или федеральное законодательство не изменится. Ну, я считаю, что как только экономические показатели Крыма покажут, что появилась возможность полностью перейти на самообеспечение, эти преференции налоговые будут тут же отменены и будут приведены к общероссийскому уровню. Также бюджет оккупированного Крыма недополучает и налог на прибыль. Стандартная ставка налога на прибыль в Крыму 20%. До 2024 года его планируется, ну, точнее, он разделяется таким образом. 3% направляется в федеральный бюджет и 17% в региональный. Учитывая принадлежность республики к свободной экономической зоне, введен пониженный тариф, который начинает действовать с момента внесения организации в список участников СЭС. Ставка налога на прибыль для этой категории плательщиков установлена как 0%, и она действует в течение 10 лет после этого, соответственно, внесения в список.
И спустя первых 10 налоговых периодов льготные тарифы для таких организаций начинают спадать. Ставка составляет 2% первые 3 года, 6% с 4 по 8 налоговый период и 13,5% 9 и последующие налоговые периоды. Также разработаны индивидуальные тарифы по налогу на прибыль для отдельных плательщиков. Они тоже ниже, чем на материковой части России. И много видов деятельности, например, связанные с социальными сферами, инвестиционная деятельность, облагаются по нулевой ставке. Ну, как и налогообложение физических лиц-предпринимателей, я считаю, что такие льготы предоставляются инвесторам больше в качестве политической, чем экономической акции. Тем более каждого такого привлеченного инвестора и проект, который он начинает, оккупационная власть очень сильно пиарит. И еще стоит разобраться, что же это за инвесторы, то есть не кроются ли за этими офшорными фирмами-прокладками резиденты Российской Федерации или, опять же, местные чиновники и крымские члены их семей. Серьезно увеличить доходы местных бюджетов в Крыму планируют за счет имущественных платежей. Например, до 30 августа прошлого года на территории Крыма отсутствовала кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества, и крымчане могли бесплатно ознакомиться с результатами оценки своей недвижимости на сайте Росреестра, а в случае необходимости внести изменения по упрощенной схеме. Но этой возможностью мало кто воспользовался, и теперь многие собственники сильно удивлены заоблачной кадастровой стоимостью их жилых и нежилых помещений, а также земли. Например, стоимость 1 квадратного метра дома в селе, в Крыму сейчас может составлять $2200. Теперь для переоценки людям необходимо обращаться в специальную комиссию при Министерстве земельных и имущественных отношений, а в случае несогласия с ее решением идти в суд. В 2021 году крымчане впервые уплатят налог на имущество. Комнату, квартиру, жилой дом, гараж, машиноместо и другие объекты. За базу налогообложения будет браться уже кадастровая стоимость, и к ней применяться налоговая ставка 0,1%. Существует еще одна проблема. Все правоустанавливающие документы на недвижимость, выданные госорганами в Крыму после 18 марта 2014 года, чиновники псевдогосударственных органов в Крыму не принимают. Именно такая практика сегодня на территории Крыма и Севастополя. И наоборот, соглашения относительно недвижимого имущества, расположенного в Крыму и Севастополе, заключенные не по правилам, установленным законодательством нашего государства на территории Украины, считаются недействительными с момента их совершения и не создают юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с их недействительностью. Власти полуострова несколько лет фактически подталкивали владельца недвижимости к решению, к тому, чтобы внести сведения о себе в реестр недвижимого имущества на территории Крыма или Севастополя, получить свидетельство о праве собственности, а в случае нежелания использовать такие объекты, заняться их отчуждением. Этому способствовал как упрощенный порядок перерегистрации имущества, так и то, что не взималась государственная пошлина за взятие объекта недвижимости на кадастровый учет и оформление правоустанавливающих документов в том случае, если такое оформление производилось по ранее выданным украинским правоустанавливающим документам. Сейчас же ситуация кардинально изменилась, и даже договора аренды земли, заключенные ранее марта 2014 года, могут перезаключаться, а срок аренды может быть изменен в одностороннем порядке. Поэтому выжидательная позиция в этой сфере правоотношений больше не является перспективной. Таким образом, владелец недвижимости на территории полуострова фактически стоит перед выбором: обеспечить законность сделки по отчуждению недвижимости на территории Украины или Крыма. Ведь отечественные госорганы и госорганы полуострова взаимно не признают документы, оформленные по ту сторону. И юридически ситуация остается до сих пор неурегулированной. Международные стандарты содержат малое количество положений, которые могут быть использованы для поиска проблемы, как уже сегодня коллега сообщал. То есть прецедентное решение по Южной Африке и Намибии предполагает, что недействительность документов, выданных на оккупированной территории, не может распространяться на документы, непризнание которых может затронуть права жителей этой территории. Кроме налоговой и имущественной сферы имеются и другие проблемы. Например, все еще возникают ситуации с блокировкой банковских счетов, которые размещены на территории Украины в российских банках, с распространением запрета на владение имуществом иностранцами, например, по отношению к земле или медиаресурсам.
с невозможностью закончить начатую приватизацию. Банковские карточки, открытые в крымских банках, не действуют за пределами полуострова. Кредит в банках Крыма могут получить только владельцы паспорта гражданина РФ и полиса СНИЛС, что ограничивает доступ крымчан к таким распространенным сферам финансовой услуги, как потребительское кредитование. Также в Крыму невозможно расплатиться телефоном с технологией беспроводной высокочастотной связи Near Field Communication. Также в Крыму, как и на материковой Украине, не работает система денежных переводов Western Union. А банки местные крымские, особенно вот это касается РНКБ, Российского национального коммерческого банка, через который осуществляется выплата пенсий и зарплат в аннексированном Крыму, с июня прошлого года он отменил бесплатное СМС-оповещение о расходах по карте. То есть теперь эта услуга платная, и она подключается отдельно. Ну, о проблемах в финансовом законодательстве Крыма можно говорить долго. Некоторые аспекты были мной освещены в статье об особенностях создания банковской системы Крыма и прогнозах ее дальнейшего развития, которая на днях появится на сайте Ассоциации реинтеграции Крыма. Приглашаю заинтересованных лиц с ней ознакомиться. Дякую. Спасибо, пане Андрею. На самом деле это отдельная тема, которую практически не обсуждают публично, и я думаю, нам нужно создавать отдельную тему дискуссионного клуба для того, чтобы более полно и более тщательно обговаривать эти проблемы и, соответственно, вырабатывать рекомендации. Но сейчас я хочу предоставить слово доктору юридических наук, профессору Бабину. Ну и потом уже у нас будет обсуждение. И, пожалуйста. Уважаемые господа, огромное спасибо за возможность обсудить столь важные вопросы, как существующий многослойность, я не побоюсь этого слова, правового режима Крыма, где мы видим и режим оккупационной власти, и режим Украины, правомерный режим, а также режим Украины, используемый оккупационной властью ретроградно, то есть то, что они применяют, и то, что было в Крыму до 2014 года, а также и международный режим, который сегодня мы уже поднимаем. Я позволю себе сконцентрироваться на одном вопросе, который касается всех крымчан. Это вопрос соответствия национальных уголовных законодательств. Российская Федерация – страна со специфической правовой историей, и как не я сказал первым, основным законом России является Уголовный кодекс, все остальное вторично. Кроме того, многие сферы, связанные, ну, например, с теми же имущественными правоотношениями, земельными, природопользовательскими и прочими, сегодня в Крыму сталкиваются с дополнительным коллапсом, поскольку так называемые местные акты, помимо того, что они неправомерны с точки зрения международного правопорядка, да, помимо того, что они, естественно, не признаются Украиной, они еще противоречат федеральному законодательству Российской Федерации. То есть там на самом деле в этой сфере сегодня существует полный нормативный беспредел, и о нем даже сложно говорить, поскольку очень сложно описывать это явление. Оно хаотично. Если же мы возьмем Уголовный кодекс, то он применим как в Крыму, так и на территории Российской Федерации, и как сегодня уже говорилось, конечно же, оккупирующая страна ответственна за правопорядок. Конечно же, оккупированная страна обязана искать убийц, насильников, воров, она обязана их наказывать, но здесь имеются определенные ограничения. Ограничения состоят в том, что оккупирующая страна не вправе применять на оккупированной территории законодательство, которое существенно ухудшает права населения. Конечно же, поскольку Крым сегодня Российская Федерация рассматривает как собственную территорию, она не признает для себя таковых ограничений, в полном объеме применяет там уголовное процессуальное законодательство, более того, применяет его ретроградно к событиям до весны 2014 года. Конечно же, если мы исходим из международного права, как сегодня говорил господин Плотников, очевидные неправомерности применения уголовного права в Крыму влекут, естественно, возможность обращения в международные инстанции, возможно, именуя национальные институты, а даже если не именуя национальные институты, то они гарантируют победу в международных инстанциях, гарантируют фиксацию нарушения вашего права. Но для этого мы должны понимать, что это очевидное нарушение. Что для меня является очевидным нарушением? Очевидное нарушение, если санкция, которая применяется за правонарушение в Крыму, существенно выше, чем
в реальной законной юрисдикции, это одна ситуация, грубо говоря, когда лицо совершает общеуголовное преступление, но в Крыму за него ответственность гораздо строже. Вторая ситуация – так называемые дела, которые криминализованы исключительно в российском праве, а в украинском праве либо не составляют состава правонарушения вообще, либо является деликтом гражданско-правовым, либо в худшем случае влекут административную ответственность. И вот анализ этого несоответствия говорит нам о том, позволяет утверждать, что российский уголовный закон гораздо жестче, чем украинский. Это сложилось до попытки аннексии Крыма, но с 2014 года эта жесткость усилилась по ряду направлений. И здесь мы видим характерную так называемую уголовно-правовую политику Российской Федерации, которая применялась и к своему населению, а теперь применяется к населению Крыма. О чем я хочу сказать? Ну, например, возьмем так называемые преступления, которые свидетельствуют о стремлении власти Российской Федерации ограничить право человека на распространение информации, на ее свободное получение и использование. Ключевое право, которое сегодня угнетается в Крыму. Что имею в виду? Например, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации 128.1 «Клевета». То есть в российском законодательстве клевета криминализована. Далее, 207.1. Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Под это можно подвести абсолютно любое высказывание, которое касается не лично вас, например. Да? И здесь мы имеем достаточно солидную ответственность, которая влечет реальное лишение свободы. Также свежая статья, введенная в российское законодательство под ширмой пандемии, это статья 207.2 Уголовного кодекса «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшей тяжкие последствия». А что это может быть за тяжкие последствия? Цитирую. «По неосторожности привлечения вреда здоровью человека». То есть вы что-то в Фейсбуке написали, кто-то прочитал, ему стало плохо, лишение свободы до 3 лет. Далее. Уже неоднократно говорилось о том, что есть блок статей так называемых экстремистских. Сразу хотелось бы сказать, что международные стандарты не требуют от страны криминализировать экстремизм. Более того, экстремизм как таковой часто в цивилизованных юрисдикциях не рассматривается как деликт. Например, Украина не считает экстремистскую деятельность и правильно делает вообще правонарушением. В то же время в Российской Федерации статья 280 Уголовного кодекса криминализует публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности до 3 лет. Далее. Достаточно известная статья – это публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Примечательно, что она была введена еще до начала оккупации Крыма, а именно в декабре 2013 года. То есть в данном случае, если вы отрицаете так называемую территориальную целостность Российской Федерации, то здесь лишение свободы до 3 лет. Далее статья достаточно интересная, это статья 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Казалось бы, здравая идея запрещать язык ненависти, но категория человеческого достоинства настолько широка, а категория вражды также, что по данной статье она в Российской Федерации стала достаточно общеизвестной. Можно привлечь кого угодно, за что угодно, за любое высказывание. Опять же таки, если, например, имеются квалифицирующие так называемые признаки, ну, если вы с служебного компьютера что-то в Фейсбуке написали, до 6 лет. Далее очень интересная статья, это статья 354.1 «Реабилитация нацизма». Казалось бы, да, ну, что здесь может быть не так? А часть 3 этой статьи, цитирую, наказывает за распространение явного неуважения, в частности, Дней воинской славы и памятных датах России. То есть в данном случае любое ваше высказывание, связанное с любой военной деятельностью Российской Федерации, если оно будет иметь черты явного неуважения, то может повлечь исправительной работы до года. Далее у нас, у них, да, к сожалению, есть целый блок статей, связанных с оскорблением так называемых публичных лиц. Это статья 319 «Оскорбление представителя власти» до 1 года. Статья 297 «Неуважение к суду». В любой форме арест до 6 месяцев. А также достаточно уникальная статья, это 298.1 «Клевета в отношении судьи и иных участников процесса». То есть вам достаточно публично высказать несогласие с решением так называемого суда, и вы можете получить достаточно солидный штраф, а также исправительная работа. Весь этот набор статей Уголовного кодекса говорит о том, что в Российской Федерации достаточно серьезно криминализовано вообще высказывание любого характера. Дальше есть
в российском законодательстве вообще уникальная статья – это не сообщение о преступлении. Не следует путать его с сокрытием преступления, которое, в принципе, криминализовано как нетяжкий состав во всех почти странах мира, в том числе в Украине. Здесь речь о другом. Здесь речь о том, что если вы знали о готовящемся преступлении и не донесли, то для вас наступает уголовная ответственность вплоть до реального лишения свободы до 1 года. Конечно же, не о всех преступлениях так беспокоится российский законодатель. Он криминализует недонесение, например, за посягательство на жизнь государственного деятеля, за организацию незаконного вооруженного формирования, за пропаганду терроризма, за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Что это означает? То есть, если в Крыму кто-то знает, что у него родственник поехал учиться в украинский вуз, например, либо числится членом добровольческого батальона либо вооруженных сил Украины, и уж тем более, если кто-то критикует деятельность оккупационной власти, то даже за недонесение, за это просто несообщение соответствующим спецслужбам Российской Федерации, у человека наступает уголовная ответственность. Достаточно общеизвестно также статья 212.1 Уголовного кодекса России, криминализующая нарушение так называемого порядка митингов, собраний, демонстраций, которые активно применяют оккупанты для противодействия мирным собраниям. Также российское уголовное законодательство содержит ряд составов, не свойственных ни украинскому, ни вообще цивилизованному правопорядку, которые посягают на право на объединение. Я имею в виду статью 239. Создание некоммерческой организации, посягающей на личности и права граждан. Любая общественная организация Российской Федерации, если ее суд и правоохранители сочтут таковой, может просто за участие в ее деятельности привлечь лишение свободы до 3 лет. Более жесткая ответственность за так называемое экстремистское сообщество. Это статья 282.1 и статья 282.2. Участие в экстремистских сообществах, в экстремистских организациях – это с квалифицирующими признаками может быть тяжким составом. Опять же таки повторюсь, что такое экстремистская организация? Российская Федерация признает сама, как она захочет. Сегодня вы, например, в обществе филателистов, завтра это общество в списке экстремистских организаций, и для вас возможна реальная ответственность. Соответственно, есть связанная с этим статья 282.3 финансирование экстремистской деятельности. Более широкий блок норм Уголовного кодекса Российской Федерации посвящен давлению на бизнес. Достаточно общеизвестно, что в Российской Федерации рыночная экономика, если вообще можно назвать ее рыночной, имеет определенную специфику. И контроль власти над экономической деятельностью гораздо сильнее, чем в Украине или в цивилизованных странах мира иных. Да, действительно, как говорил уже господин Чвалюк, на территории Крыма Российская Федерация делает так называемую ширму, да, в виде снятия каких-то налогов, сборов, якобы привлечения инвесторов, расширения в сфере предпринимательства, но на самом деле это все не работает по одной простой причине. Можно вообще никакие налоги не устанавливать, но достаточно просто применять к предпринимателям такие уникальные статьи российского законодательства, как 171 незаконное предпринимательство до 5 лет, 173.1 незаконное создание либо реорганизация юридического лица до 5 лет. Причем здесь речь, подчеркну, не о каких-то фальсификациях, а просто, например, если вы заводите в состав юрлица, цитата, лиц, которые не имеют цели управления юридическим лицом. А есть у них эта цель или нет, решит самый гуманный суд в мире. Далее статья 176 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное получение кредита», часть 2 которой, например, устанавливает ответственность за использование кредитных средств не по прямому назначению до 5 лет. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. У вас нет денег, вы не платите до 2 лет. Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров. Вы продали товар, считающийся контрафактным, до 3 лет. То есть в данном случае мы видим о том, что те, возможно, конечно, негативные действия, которые в цивилизованных странах являются предметом гражданско-правовых отношений, да, то есть исковой защиты, либо в худшем случае финансовым правонарушением, то есть вас за них может оштрафовать налоговая, в российском праве полноценные составы преступлений, в рамках которых вы можете пойти в тюрьму на достаточно солидный срок, по достаточно широким основаниям.
Также следует упомянуть на то, что в российском законодательстве криминализованы любые нарушения, связанные с паспортизацией. Это статья 292.1. Поэтому, например, для всех тех лиц, которые были вовлечены в так называемую паспортизацию в Крыму, с 2014 года начавшуюся незаконную, помимо их ответственности перед украинским законодателем за содействие оккупации, светит достаточно солидная ответственность в рамках даже правового поля Российской Федерации, что, в принципе, сейчас оккупанты и делают, периодически привлекая по этой статье неугодных, либо там, не понравившихся чиновников. Следует упомянуть, что ряд статей Уголовного кодекса Российской Федерации также ограничивают свободу передвижения. Это часть статьи 322.2, наказывающая, цитата, за фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации. Статья 222.3 за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина до 3 лет лишения свободы. Либо статья 332, она как раз крымская так называемая статья, это за неуведомление о наличии иностранного гражданства. Здесь достаточно либеральное законодательство, поскольку наказание до 1 года. Также ограничивают свободу передвижения в Крыму такие достаточно интересные, несвойственные уголовному праву Украины составы, как статья 215.4 «Незаконное проникновение на охраняемый объект» до 4 лет. Ну и статья 214.1 – это уклонение от админнадзора или несоблюдение установленных судов требований и ограничений, чего в украинском праве нет вообще, здесь тоже срок до 1 года. Также стоит упомянуть о таких уже полуанекдотических составах российского уголовного законодательства, которые опасны для некоторых видов коллаборантов. Ну вот, например, абсолютно уникальная, как для меня, статья 286.1 «Неисполнение сотрудникам органов внутренних дел приказов». То есть в данном случае речь о том, что Российская Федерация, она, вот видите, в Уголовном кодексе специально заботится о лояльности собственных карателей, причем почему-то именно из структур МВД, а в остальных силовиках в этом составе речи нет, только милиционеры. И вот если вы не исполняете любой приказ руководства, кроме очевидно неправомерных, вам светит до 5 лет лишения свободы. Также абсолютно интересная статья для крымских музейщиков и лиц, работающих в сфере культуры, это 190-я. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. То есть в данном случае, если вы неактивно работали над вывозом с материковой Украины каких-либо предметов крымских музеев, до 5 лет лишения свободы. Я настолько подробно остановился именно на Уголовном кодексе в силу того, что, повторюсь, именно он является одним из тех немногих законов, которые в России применяются строго вертикально, то есть начиная от столицы, заканчивая оккупированными подконтрольными территориями. Конечно же, можно бы отдельно еще было проанализировать состав административного законодательства, где тоже мы видим применение ряда норм, не соответствующих ни украинским аналогам, ни мировой практике, но представляется, что именно международным правонарушением является именно незаконная криминализация и незаконное применение именно мер уголовного правового воздействия. Считаю, что все те составы, которые я озвучил, и все те дела, которые по этим составам ведутся на оккупированной территории, безусловно, по определению являются основанием для жалоб обращения в международные инстанции. Спасибо. Спасибо большое, господин Бабин. Я на самом деле, несмотря на то, что мы уже заходим за рамки нашего регламента, я не стал перебивать, потому что на самом деле, на мой взгляд, это было очень интересно. Я хочу напомнить нашим зрителям по социальным сетям, по странице Facebook Крымско-Татарского ресурсного центра, также участникам нашей дискуссии вы можете писать вопросы, и, соответственно, мне будут давать эти вопросы, я обязательно зачитаю. И на самом деле, вот исходя из выступления господина Бабина, вот ряд статей уже были настолько мне знакомы, потому что первые уголовные преследования, которые начались в отношении меня, они начались именно с таких статей. Во-первых, участие 3 мая на мероприятии, это был обыск у меня. Далее меня обвиняли как раз-таки по поводу создания НКО, это некоммерческая организация, несущая угрозу обществу. Мы в тот момент активно работали в рамках, создали Комитет защиты прав крымско-татарского народа и, соответственно, еженедельно пытались информировать. Далее, конечно же, это экстремизм, запрет Меджлиса, посягательство на целостность Российской Федерации, публичные выступления. Кстати, мы совсем недавно стали свидетелями того, когда
происходило задержание нашего соотечественника за якобы недонесение. И вот на самом деле здесь тоже мы видим вот эти все процессы. Но прежде чем сейчас зачитать, вот я вижу, есть у нас вопросы. Я думаю, что учитывая, что у нас здесь есть и юристы, и журналисты, и, скажем, и общественные деятели, поэтому мы можем даже друг другу задавать вопросы. Я думаю, это будет тоже интересно. Я все-таки хотел бы обратить внимание, что даже вот о кредитах, да, о которых вот было сказано, не значит ли это, что вот вроде бы с одной стороны в Российской Федерации существуют такие заманчивые кредитные программы. И мы знаем, что многие люди начинают интересоваться данными кредитными программами, в том числе, я вам скажу, даже в 2014 году, помню, ко мне обращались в материковой части Украины и говорили, а как можно, ты же из Крыма, как можно нам получить прописку, ведь там хорошие кредиты. Я это говорю потому, что можно ли сказать, что Российская Федерация или все наши, по сути дела, граждане, которые живут на оккупированной территории, по сути дела, являются заложниками ситуации и потенциальными, скажем, людьми, в отношении которых могут быть открыты уголовные дела? Кто готов ответить? Может быть, пожалуйста. Не знаю, как насчет уголовных дел, но по финансовой части их действительно приравняли, хоть и сказали, что они являются гражданами России по умолчанию, но их приравняли к людям второго сорта. Они не имеют или доступа к полностью некоторым финансовым услугам, или вынуждены пользоваться монопольным состоянием. Например, перевод денег осуществляет всего 2 монополиста на территории Крыма. Ну, это имеется в виду мгновенные денежные переводы. То же самое, что я говорил по карточкам. Тоже карточки не действуют, выданные крымскими банками на территории остальной Российской Федерации, так скажем, ну и мира вообще. Поэтому считаю, что ограничивают жителей Крыма во многих вопросах, в многих сферах правоотношений. Я хотел бы добавить в рамках уголовного права, что оно всегда имеет не только карательную, но и регулятивную функцию. И когда вот я рассказываю об этих вот составах преступлений, так называемых, в экономической сфере, стоит понимать, что, конечно же, это не означает, что завтра в Крыму посадят 500 тысяч человек. Нет. Это означает то, что все предприниматели Крыма вынуждены жить под дамокловым мечом, и они прекрасно понимают, что в отличие, например, от украинской юрисдикции или юрисдикции европейских стран, в любой момент любого предпринимателя Крыма можно посадить на несколько лет якобы на законных основаниях. Причем ничего не фальсифицируя, просто зайдя к нему и сделав проверку его деятельности. В таких условиях, естественно, уровень лояльности вынужденной бизнеса к власти велик, уровень коррупции, причем коррупции именно не какой-то там высокоэшелонированный, да, который мы любим говорить на материковой Украине, а вот именно такой, знаете, бытовой и начинающийся там от уровня инспектора Финфино или от уровня участкового, он там всепронизывающий, всеохватывающий. Это на самом деле черта характерная экономического уклада Российской Федерации. Ну и второй аспект вот такого общего воздействия, это, конечно, информационная сфера. Зная, что есть такое количество составов в сфере получения и распространения информации, естественно, у любого здравомыслящего человека начинается самоцензура. И в данном случае мы видим, что именно эти влияния российского уголовного права, а именно огосударствление экономики и полная, скажем так, зачистка информационного сектора, они сегодня в Крыму произошли. Спасибо. У пани Ларисы есть комментарий, вопрос или ответ? Да, пожалуйста. Я хочу задати питання, тому що от ми почули про все це. Це, в принципі, є факт, що російське законодавство саме по собі є дискримінаційним. І також ми почули, що люди можуть звертатися до Європейського суду з прав людини, це індивідуальні скарги. Але тим не менш, чи достатньо буде говорити, просто дати пораду мешканцям Криму, що от всі ці законодавства, як фіскальні, так економічні, так і карний кодекс, все це дискримінаційне, звертайтеся до ЄСПЧ. Чи може робити щось Україна на державному рівні з цим? Ну, я все-таки не возлагал бы больших надежд, конечно, к сожалению, на государственную власть, однако,
Что можно сделать в этой ситуации? Конечно, есть общий механизм воздействия. Поднимать данный вопрос, но не на уровне просто заявлений, да, знаете, Крым це Украина, давайте разом все обнимемся и поплачем. Нет. А на уровне экспертной аналитики, с количеством привлеченных лиц к ответственности, скажем так, количеством человека лет лишения свободы по этим статьям, количеством изъятого имущества за эти годы у частных лиц, причем не олигархов, вот просто конкретных крымчан. Тогда этот фактаж в этом измерении будет интересен мировому сообществу. Да, сегодня в США новая администрация. Новая администрация – это глобалисты, которые действительно будут говорить не только о правах человека, но и верховенстве права. Если мы можем предложить им в рамках создаваемой скорее ими, чем нами платформы, либо площадки, вопросы прав человека в Крыму, это будет достаточно интересно и здорово. Если же такие политические усилия делать некому, а это возможно, поскольку это должно делать в первую очередь государство, роль народной дипломатии тут важна, но ограничена, следует уповать на уже юридические механизмы. Это не только Европейский суд по правам человека, хотя и в том числе. Общее обращение к спецдокладчикам ООН, в Совет по правам человека, в профильные структуры Организации Объединенных Наций, Совета Европы, ОБСЕ, опять-таки с отчетами о ситуации, которая сложилась в Крыму с применением российского законодательства, вынудят хотя бы постоянно обсуждать эту сферу, потому что она на самом деле не обсуждается. Мы говорим о конкретных политзаключенных, о 100 человеках. Мы не говорим о 2,5 миллионных людей, каждый из которых может сесть за клевету в отношении участкового на 3 года. Мы не говорим о 2,5 миллионных людей, 500 тысячах предпринимателей, которые кормят свои семьи, которые каждый может сесть на 5 лет просто за то, что он индивидуальный предприниматель. Мы, я считаю, должны говорить мировому сообществу, европейским странам именно об этом. Именно в таком контексте, я думаю, Крым станет снова очень интересен в рамках соблюдения верховенства права. А если мы спускаемся на уровень физлиц, если мы говорим действительно о исчерпаниях и заявлениях, да, Европейский суд занял свою позицию, и туда жаловаться нужно и можно. Есть разные формы исчерпания. Абсолютно согласен с профессором Плотниковым, что каждый случай уникален. Одно дело, когда вы обжалуете заведомо незаконные вещи, например, выдачу заведомо незаконного диплома заведомо несуществующего вуза. Так где вы это будете обжаловать? Либо, если, например, человек не находится в Крыму, это тоже важное измерение, мы говорим о перемещенных лицах и беженцах. Если вы находитесь на территории подконтрольной Украины, либо в третьей стране, стоит ли вам обращаться к органам оккупационной власти? Хотя, конечно же, есть исчерпание, и вот это упомянутое дело, насколько я понимаю, православной церкви, там не обошлось без исчерпаний, поскольку дело было не уголовное, дело на самом деле длилось в так называемых гражданских административных юрисдикциях. То же самое, например, произошло и по делу о запрете Меджлиса, поскольку и жалобы Меджлиса, и жалобы членов Меджлиса, жалобы местных Меджлисов, они произошли все же после так называемого исчерпания, после решения Верховного суда Российской Федерации в административной юрисдикции. Здесь тоже следует упомянуть об одной интересной вещи. Да, сегодня уже говорили о том, что Российская Федерация вынуждена менять свое законодательство в сфере Крыма. И здесь достаточно малоизвестным является тот факт, например, что Российская Федерация после 2014 года, оккупировав Крым, была вынуждена у себя в стране ввести систему административного судопроизводства отдельную. До 2014 года в России не было админсудов, они были в Украине, соответственно, в Крыму. Захватив Крым и поняв, что они вынуждены жить вот в этом аспекте юридической реальности, куда-то его деть, русские не придумали ничего другого, как просто создать административные суды в самой Российской Федерации. То есть, на самом деле здесь мы видим, что эта ситуация достаточно многогранна. Например, если мы говорим о состоянии судебной реформы и судебной системы, у нас уже 20 лет в стране речь о так называемом реформировании судебной системы бесконечно. Стоит упомянуть, что еще до, скажем так, ужесточения российского режима, то есть если мы говорим о 90-х годах и начале нулевых годов, в России более-менее успешно провели судебную реформу, в отличие от Украины. Основными элементами этой судебной реформы стал суд присяжных и мировые судьи. Российская Федерация привела в Крым суд присяжных и мировые судьи. Конечно же, это незаконно и противоправно, но возникает вопрос, почему Российская Федерация, государство-оккупант, использует эти механизмы в оккупированном Крыму, а украинская власть, украинское государство столько лет разговаривая о судебной реформе, не удосужилось привести
наше законодательство к такому уровню правовых гарантий. То есть мы видим эти вопросы касательно вот столкновения двух правовых реальностей, на которых у меня сегодня нет ответа. Спасибо. Спасибо большое. Но у нас, к сожалению, время нас поджимает, и я хотел бы, наверное, если нет каких-либо, скажем, ремарок или каких-то дополнений к тому, что сказано, я думаю, что мы сейчас перейдем к следующему нашему этапу, это уже выводы, да, вот от сегодняшней дискуссии. Понятно, что этого времени недостаточно, потому что мы захватили очень обширную тему, очень открытую тему, которую нужно анализировать. Конечно же, у меня был первый вопрос и основной вопрос, чтобы в том числе и наши слушатели, и наши зрители, которые смотрят наш дискуссионный клуб, чтобы они многие из них не являются юристами, чтобы им было понятно, а что же делать, да, какая может быть реакция, что необходимо предпринять, какая может быть перспектива. Поэтому здесь в данный момент я хочу сейчас предоставить каждому нашему участнику нашей дискуссии по 2 минуты, чтобы каждый мог хотя бы так сделать какие-то, подытожить, да, сегодняшнюю нашу беседу. Поэтому начнем с кого? Ну, наверное, пані Лариса, с вас. Дякую. Я дуже дякую за таку розмову, тому що вона фактично підтверджує ці найстрашніші побоювання, що потенційними жертвами, вже реальними жертвами, потенційними жертвами того, що відбулося, впровадження законодавства країни-окупанта, особливо в його карного кодексу Російської Федерації, все це фактично зробили жертвами мільйони людей. Ми говоримо про шалені збитки, як в роках, в грошах, в нервах і таке інше. Тому я дуже дякую. Я вважаю, що необхідно продовжувати цю бесіду, її потрібно конкретизувати, тому що те, про що ми зараз сказали, ми окреслили просто коло проблематики. Але до того, щоб випрацювати назвати конкретні цифри, випрацювати конкретні механізми, до цього ще далеко. І я дуже боюся того, щоб вся ця дискусія не перейшла просто в гасла. Тому що найгірше, що ми можемо зробити для наших співвітчизників, які залишилися в окупації, це втішати їх гаслами. Розумієте? Цього вже мало. 7 років це триває, ситуація погіршується, тому мені здається, що варто все ж таки говорити про якусь стратегію. Ми багато говоримо про стратегію щодо Криму, але ця стратегія, вона має включати в себе в тому числі і наробки експертів і громадського сектору. Тому мені здається, що до нашої дискусії варто було би залучити все ж таки державу і міжнародні інституції, тобто тих, хто приймає рішення. Дякую. Дякую вам, пані Лариса. Я скажу о том, что мы на самом деле направляли приглашение для участия в нашем дискуссионном клубе. Понятно, не в качестве основных спикеров, потому что у нас достаточно широкий круг спикеров на сегодняшний день. И я вам скажу, отреагировала Минреинтеграции, и среди участников в том числе был, может быть, и сейчас остается заместитель министра реинтеграции оккупированных территорий. Сейчас я хочу предоставить слово пані Ганні. Будь ласка, пані Ганна. Дякую, пане Ескандере, за модерацію, за дуже такі точні коментарі із згадуванням того законодавства Російської Федерації, яке вони застосовують для того, щоб перетворити Крим на не просто як на територію з усією репресивною машиною, залякуваннями, утисками релігійних діячів, тих, хто висловлює свою думку. Але я думаю, з практичної точки зору я погоджуюся із паном Борисом Бабіним, з яким ми дуже часто працювали, і дійсно хотіла б подякувати таким експертам, як він, за напрацювання такої і систематизацію від конкретних випадків до міжнародно-правової позиції України на міжнародній арені в судах. І я думаю, що дійсно Міністерство юстиції мало би краще забезпечувати, зокрема, позови індивідуальні в ЄСПЛ,
зокрема людей під час порушення їхніх економічних прав, свобод і всі ці суди, які є. Я думаю, що зараз дуже важливо після цієї такої громадсько-експертної сьогодні дискусії перейти на рівень українського парламенту, де є представники, депутати, зокрема, які входять і є членами парламентських асамблей ОБСЄ, Ради Європи, НАТО, для того, щоб вони зі своїми колегами, наприклад, в Бундестазі є голова комітету з прав людини, достатньо така проактивна особистість, і можна було би говорити про тиск наших ключових партнерів в Європейському Союзі на Російську Федерацію, на путінський режим, на всю їхню правоохоронну систему через порушення державою-окупантом своїх міжнародних, зокрема, зобов'язань через застосування карного кодексу, те, що ми бачимо зараз. Погоджуюсь також, що з однієї сторони, коли ми говоримо про політичних бранців, ми не повинні забувати, що фактично всі мешканці півострова є заручниками російської зараз окупації, і до моменту звільнення Криму, повернення назад до України, тиск не буде припинятися, і ми повинні бути, як скажімо, свідомі, зокрема, цього. Ну і очевидно, уже треба напрацьовувати на рівні держави Україна нові контакти із новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки. Я сподіваюся, що в нас з'явиться не лише спецпредставник, яким був Курт Волкер, який в основному займався питаннями Донбасу, оскільки гаряча фаза війни, але взагалі питання, які будуть стосуватися взагалі територіальної цілісності і суверенітету відповідно до Будапештського меморандуму, певних зобов'язань і США як стратегічний партнер, і в тому числі продовження політики, зафіксованої в Кримській декларації. І це надзвичайно важливо. Ну і я думаю, що є ще й додаткові інструменти, як там я вже називала попередній досвід, це спецпредставник Держдепартаменту з питань релігійної свободи. Тому хотілося б бачити більш проактивну позицію уряду України, різних відомств в співпраці із відомствами наших іноземних партнерів західних, для того, щоб тиск для тих людей, які безпосередньо втілюють всі оці порушення міжнародного права через застосування карного кодексу, через нові закони, які Російська Федерація робить, і так далі. Тому мені здається, що варто вам ініціювати продовження цього обговорення уже із депутатами Верховної Ради, з МЗС, оскільки ми бачимо озвучена стратегія деокупації, але стратегії без практичних кроків, без конкретних зусиль в Європейському парламенті у нас є перевірені друзі, як Андріус Кубіліус, Раса Юкнявіче, латвійці, поляки. Тому, мені здається, багато представників Північної Європи, які розуміють, для яких питання прав людини, питання верховенства права є важливими, і тому я вважала, що незважаючи на пандемію, є можливості просувати далі це питання, вносити їх. Зараз буде готуватися резолюція Європейського парламенту щодо України, така більш комплексна, яка охоплюватиме не тільки реформи. Хотілося, щоб, зокрема, і ці питання, які ми сьогодні обговорюємо, вони теж війшли, тому треба тісніше співпрацювати з нашими посольствами за кордоном, які співпрацюють з урядами інших держав, для того, щоб тема Криму дійсно не була на вигляді занепокоєнь, заяв, а з більшим застосуванням тих інструментів тиску на державу-окупанта, які є. Тому дякую і бажаю, скажімо, чіткого такого наступального плану в продовженні наступних заходів уже на рівні уряду, парламенту і президента України. Дякую, пані Ганна. Я думаю, совместными усилиями и в коммуникации с народными депутатами мы однозначно эту тему будем поднимать на данный уровень. А сейчас я хочу предоставить слово пану Андрію. Будь ласка, пане Андрій. Ну, как уже было сказано, нужно, по моему мнению, активизировать работу, объединять усилия и действительно на уровне правительства больше заниматься этими вопросами. Потому что в данный момент, опять же, вот возвращаемся к фискальной теме,
Почему-то правительство Соединенных Штатов Америки, оказывается, лучше знает, какой из российских банков связан с приближенными к Владимиру Путину лицами и вносит его в санкционный список. То есть, а это должны начинать делать мы, то есть наша власть. Вот, например, опять же возьмем Черноморский банк развития и реконструкции и Севастопольский морской банк, которые, ну, хоть и, будем сказать так, что действуют еще в Крыму. Это два банка, они попали под санкции только в 2018 году. Хотя их сложно было не заметить, потому что это были единственные украинские банки, которые остались в Крыму и не выехали. То есть и возникает вопрос логичный, почему так поздно заметили? Наверное, потому что кому-то это было нужно. Поэтому считаю целесообразным, поскольку финансовый след, он сейчас остается, его легко вычислить. И действительно, он может привести к очень высокопоставленным чиновникам. Поэтому нужно этим заниматься, нужно смотреть, нужно блокировать эти счета, активы, нужно выходить с предложением о внесении в европейские и американские санкционные списки и в первую очередь вносить в собственные санкционные списки. Нужно всячески бороться, то есть бить рублем, потому что режим санкций, он, как показывает практика, все-таки действенный. Нужно продолжать эту работу в этом направлении. Но пока что, как мы видим, очень медленно этот процесс идет со стороны наших отечественных органов. Поэтому считаю, что все-таки они должны нас услышать и начать работать уже более продуктивно. Спасибо большое, пан Андрею. Мы на самом деле попытаемся сформулировать рекомендации и направить в органы государственной власти, в компетенции которых находятся данные вопросы. А сейчас я хочу предоставить слово господину Бабину. Дуже швидко, бо вже маю час. Якщо ми маємо звітувати чи опрацьовувати ситуацію з правовою реальністю в Криму, ми маємо її дослідити. Для цього необхідно дослідити в першу чергу статистику, так звану судову статистику, практику, так звану судову практику, відповідні норми так званого законодавства, співставити це, тобто до результатів такого опрацювання важко ставити перед нашими партнерами та навіть і перед прикладом парламентом та урядом, які самі явно це робити не будуть, певні, ну як то кажуть, прохання чи виклики. Я впевнений, що ця робота є реальною, я впевнений, що якщо вона буде зроблена, то нова адміністрація Сполучених Штатів, інші цивілізовані країни світу можуть це використати в рамках нових глобальних майданчиків, в рамках підготовки для нових домовленостей щодо нового світового правопорядку, де саме верховенство права буде грати ключову роль. Дякую. Дякую, пане Борисе. Я хочу проанонсировать, 9 декабря на базе Донецкого государственного университета планируется проведение научно-практического круглого стола на тему «Защита прав человека в условиях европейской и евроатлантической интеграции, экологические, экономические и социальные аспекты». Я думаю, что и участники нашего дискуссионного клуба, и все заинтересованные смогут принять участие, я думаю, могут обращаться к организаторам, я думаю, наверное, в том числе к администрации Донецкого государственного университета. Ну и в завершении, конечно же, дискуссия действительно, на мой взгляд, получилась очень интересная. Она осталась незавершенной, и у нас возникает все больше и больше вопросов к тому, чтобы к ней возвращаться и, может быть, даже ее детализировать по более узким направлениям. Но вот в последнее время мы часто, вот с учетом последних событий в Карабахе, мы слышим такой тезис, во всяком случае я слышал, что 30 лет Азербайджан ждал, прежде чем там предпринимать конкретные действия. Ну и контраргумент я слышал и такой, что Азербайджан не ждал, и я в том числе могу подтвердить и свою позицию в этом плане. Азербайджан системно работал в этом направлении, и мы увидели, соответственно, когда к моменту реально военной деоккупации своих территорий Азербайджаном были использованы в том числе и те правовые нормы, те документы международные правовые, которые были приняты и давали
основания для данных действий. Я все-таки хочу вернуться к нашим темам, к нашим проблемам, и поэтому я все-таки считаю, что данные темы, данные проблемы, которые мы сегодня озвучили, к ним должно быть особое внимание и международных организаций, и общественных организаций, ну и, конечно же, в первую очередь, тех государственных органов Украины, в компетенции которых находятся данные вопросы. А сейчас я хочу поблагодарить всех наших участников, экспертов, за активное участие в нашей дискуссии, поблагодарить представительство фонда Фридриха Наумана за свободу в Украине. И до новых встреч. Всего доброго. Спасибо. До свидания.